Пойдет. Доброе утро, ребята. 7 утра. Позавтракал уже. Серега что-то вообще в 5 встал. Лариса тоже вставала. Сейчас обратно легла. Тишина на кордоне. Спокойно. Птички поют. Серега костры топит такие мощные. С добрым утром. Ой, красота. Что у нас по плану? Сейчас съездим, проверимся быстренько. Рыбейка есть какая, нет. И потом начнем заниматься. Лариса нам обед приготовит. Ну, я в обед ее буду увозить. Не знаю. Накроем вот эту крышу. И, наверное, баннер большой, 6×3. Стенку, наверное, закроем. Правда, вот вид такой потом прикрываем, да, Серега? На озеро. Ну, зато от ветра будет классно. И вчера что-то пилили, у нас пила забарахлила. Что-то газуешь, она бу-бу-бу. Свечку посмотрели, нормально, фильтр нормальный. Хрен знает, что такое. Просто тут остатки, если попилить. Не знаю, ну, в принципе, доска у нас вот такая, 1,20 м. Ее, в принципе, даже можно и не пилить будет. Чисто закрутить. Ну, короче, посмотрим, что-нибудь подлатаем тут. Ладно. Погнали. Юрина, доброе утро. Че, как у тебя первая ночевка? У меня все нормально. Все четко? Тебе? Как в спальнике новом? Очень душевно. Душевно? Места много. Да. Хорошо. Ладно, мы поехали. Давайте. Вот он, ребята, из 40-ки. Точнее, 45-ки. Все, рыбейки нету. Еще холодно, видать, не зашла рыба сюда. Не зашла рыбейка. Ну вот, ребята, вот такой результат. 3 окунька и щучка небольшая. Вот вам и 40-ки. Ну, как-то так. Ребята, хорошо с хозяйкой ездить. Порядок, красота. Тут занимаешься своими делами. Окрошечка. Кстати, пила заработала, ребят. Серый в сушинку пошел там. Попелякает. Тут у нас лобное место. Че, Юрина? Че? Загораешь? Да. Красота. Рыбейка не идет. 40-45 уже большевато. 30-35, возможно, бы что-то бы было. Ну да ладно, дело не в рыбе. Вообще, мы приехали сюда балдеть и беседку подделать. В общем, ребята, 3 у нас окуня. 35-шных. Это вот в 35-ку попалась. И щучка небольшая. Вот, ребята, вам и 40. Ну ничего. Мало ли, карась какой-нибудь залетит крупный. Или щука.
А крошку уже 1000 лет не ели. В прошлом году летом, да. Крошечка, это хорошо. Вода, майонез, да? Да? А что здесь? Так, ребят, ну Больше что мы ничего нету. покушали. Все, Ларису Юрьевну я везу домой. Серега потихоньку начнет сейчас разбирать там, забрать. Ладно, Серега, давай, скоро буду. Не скучай, через пару дней приедем. Ладно, все, поехали. Что, ты готова? Да. Так, К большому маленькому. путешествие, да? Так, друзья, ну что, Юрина поехала домой, а я, в общем, еду обратно на остров. Погода замечательная, сегодня будет 16 плюс. Красота. Но ребейка, ребят, не пошла. Не пошла, не зашла еще ребейка. Ну и ладно, как бы не суть. Сегодня у нас ремонт небольшой беседки, так что надо поковыряться немножко на кордоне. Юрьевна приготовила кучу еды, там вчерашнее мясо, окрошка целый казан, короче, блин. Вот так, море. Немножко рыбки вечером пожарим. Есть бутылочка хорошего пива, так что нормально. Да и с Серегой надо пообщаться. 1000 лет не виделись. В общем, все, ребят, отхожу. Погнали. Вот, ребятки, и приехал. С ветерком, блин. Конечно, ракета, ребята. Блин, я вообще не нарадуюсь приобретением своим. Просто супер. Ну что тут, Серый, как дела? Процесс идет? Ну, красава. Потихоньку Серега занимается. Баннер. О, так он уже лаки поселил. Ну ты вообще красавчик. Да, сейчас будем боковые делать, Ну, все. чтобы она... Давай. Дом построил, что, беседку тебе тут что? Устойчивее, чтобы было. Ну вон, ребят, смотрите, Серега уже тут по красоте. Чтобы даже зимой под нагрузкой, ну, чтобы держался на месте. И А никуда. что там же длинная бита есть, Серег? Длинно неудобно. Неудобно? Ну понял. Ладно, вкусняшки привез. Так, ребятки, нужна жерть. Поперечку там еще Серега хочет кинуть. Пихта, ребята. Мягенькая. О, растет вдоль озера. Сейчас что-нибудь посмотрим. Какую-нибудь жердинку. О, есть. Есть, ребята, есть.
Вот самое то, охуенно. Не, даже на меня чуть, подожди, давай. Побольше на меня, подожди. Вот так, вот сюда вот. Зашла. О. Да на двух хватит, он сюда введи и все. Будем экономить. Начинаем. Так, дальше у нас какой здесь? Давай пошли сюда. Видишь, вот, даже не метр. Чтоб не наступить. Все, я загнул. Снизу давай бахнем тоже. Вот сейчас. А куда? Ту доску просто, которая лежит. Давай. Так, это чуть не нравится. Лисан утяжего, понял. Че, Александр, тесу? А? Это еще мой баннер, я его Да. привозил в Давай, Билайн. куда-то вот сюда. Или повыше давай. Вот так старому, ребята. Это, кстати, мы еще привозили Билайн. Сколько лет ему. Ну, сейчас здоровый, да, что, бахаем. Тут даже 2 слоя, Серег, получится. Ну это ж хорошо. Да, 2 слоя. Потому что сторона холодная. 2 слоя можно бахнуть. Там как раз он рваный. Одну дыру вижу. О, так тут везде дыры. Вот раз дыра, два. Короче, нам надо вот этими дырами вот так и идти. В ту Давай, сторону. туда ухожу. О. Да. Все, вот так и идти надо. О, не, это дальше туда надо закинуть. Нам хватит трешки вот этой, да? А? Вот тут вон еще сколько торчит. Вот. Подожди. Надо еще угол на себя подтянуть. Подожди. Подожди-ка. Что-то у нас там зацепилось. Давай, что надо потащить, да? Сейчас, подожди, у меня тут зацепилось. Угол давай сначала. Сейчас. Я же тяну. Видишь, у меня опять что-то А цепляет. вон там сучок, да. Собака серая. Ну вот, опять. Сейчас Что-то не могу понять, что там цепляет. Здесь тоже пусть вылет будет. Ну, мало ли что-то добавить. Ну, мало ли что-то добавить. Вот так сделаем. Подожди. Я ничего не тяну, просто равняю. Я понял. О. Все. Сюда надо тянуть как. На эту сторону. Видишь? Как-то поди, вот синий. Так. Дальше пошли. Ну. Да чтоб тебе. Давай пока эти тогда сделаем. Да. Руки вверх уже. Так, друзья, ну что, небольшой обзор. Базара ноль, Серега правильно говорит. С виду, конечно, так выглядит невзрачно. Но пойдет. Зато внутри, друзья, смотрите, какая красота. Ну так, хотя бы уже стеночка есть. Уже вот отсюда не дует. Вчера сидели, прям по шею прям дает с озера. Нормально. Поперечки сверху. Понятно, что банок, друзья, он такой непрочный. Я имею в виду, в дождь сильный будет протекать. Ну и опять же, здесь надо будет вот этот стол. Вот его надо переносить будет. Вот эту скамейку до тала и стол, чтобы уже под навесом был. Нормально, я не зря сюда привез доски на мотособаке. Вот еще сколько материала осталось. Старый эту стену зашили. Ну хоть так немножко. Небольшой марафетик. Уже приятно для себя.
как есть. Нормально. Отлично. Так, ребят, ну что, посидели. Ух, в палатке так вообще четко. О, у меня здесь все. Батареечки зарядились. Шикарно. Пауэрбанк заряжается. Зарядим сейчас. Еще один. Все показано, ребят, смотрите. Вот батареечка. Четко. Тепло у нас здесь. Солнышко-то греет. Шикарно. Ну вот, я вот все мечтал, ребята, о этой теме, чтобы находиться и ни о чем не думать. Вчера, кстати, лампу вырвали, блин. Начали подвигать. Бац. И лампу отсюда, бам, дернули. Ну, это, мне кажется, сделаем. Ничего страшного. Так, фонарики у нас все здесь. Все нормально. В общем, ребят, что у нас, какие дела? На кордоне круто, красота. Прям четко. Ну что, заняться-то все равно нечем. Серега у нас не видел устья одной речки. И хочу, вот тут как раз недалеко, и сейчас мы выскакиваем также. И спускаемся, получается, будет устье. Пускай посмотрят, базара ноль, что это в половодье. Но все равно там пару фоточек сделать для себя, чисто так. Ну и прокатимся, что. Прокатимся полностью по озеру, посмотрим. Там еще хочу кое-что посмотреть. А так все четко, у нас все убрано, ребята. Серега вон все шишки смял. Все красиво. Дров напилено у нас. Костер прям такой гигантский. Так что все, одеваемся и вперед. Прокатимся. Покажу Сереге устье. И, кстати, Илюшка Корешок созвонился, едет с города. К нам сегодня тоже на кордон. Короче, ночевать тоже хочет. Ну, просто побалдеть, парнишка хочет. Забираем Илюху сегодня еще вечером. О, Ямакаси. Синий балаган смастерил. Вот так, да, с виду, конечно, ни о чем, ребят. Но внутри, блин, прям можно звать гостей, да. Базара ноль. Пойдет, еще постоит годик. Постоит. Хотя бы вот как-то так. И то меня чувствую, если ты будешь... Поехали! Поехали кататься! Выходим в реку, ребята. Да, половодье, конечно. Устье Малой Вильдинги. Там межатор, Вот она. там межатор, говорю. Вот река впадает в Цисову. Малая Вильдинга. Вот оно так все. Вот она как-то так. На самом деле, многие это место не видели и даже не знают, как оно выглядит. Ну вот, в общем, Так ничего, же, как и я. ничего особенного. Вот река. Просто, Сейчас прокачу тебя по реке, по Малой. просто получается, вот одна река впадает. Да, Получается, да. устье. Это устье. Вот здесь она заканчивается. Самое интересное, считается, ну, что устье
области это самое широкое место реки, Ну, по идее. Ну, по идее, Считается. да. Но не, не всегда. Они не учитывают те места, которые при половодье размывают, еще что-то, берега осыпаются. Вот это, эти вещи не учитываются почему-то. Ладно, сейчас прокатимся. На себя скорость. Вперед, включай вот эту лопатку. Ну, Вот, куда на себя? вот эта лопатка. О, Не, на себя. вот лопатка, видишь? Не. Я же не вижу. Да, вот А, это. Да, на себя. Жестко. Вот, все. Это скорость. Да. Газовать сюда. В другую сторону. В другую сторону. Тихо, потихоньку. Румпелем по шуруде. Вот это ты поворачиваешь. Понял? Вот. Давай еще. Не, она. Боишься? Привык, конечно. Курясь, блядь. По шуруде. А что вы Вот, блядь? поворот. Нахуй мне, блядь, резкие движения делать, да? Просто зачем резкие движения делать? Близко к берегу не ходи. Я знаю. Турбаза, да? Не, нормально, четко все. Прибыли, ребятки, покатались. Серега на рубеле посидел, два устья посмотрел. Уже какое-то, уже мне приятно, ребята. Илюха, Сереге вообще вдвойне приятно. В общем, что дело-то прошлое, скоро Илюха приедет, надо будет обратно выезжать. А полный бак, катаюсь. Новая лодка, ребята, балдею. Вообще не жалею бензина, просто для себя что-то испытываю, катаюсь. Серега там дров напилил, сейчас приготовит к вечеру, а я сейчас рыбы почищу. Нормально. Короче, красота. Нет, тут у нас вообще, да, серый? Кордончик-то. Кордон хороший, ребят, смотрите. Просто кордон, реально, огонь. Блин, круто, ребят, прожигаем дни вообще на самом деле. Блин, ночи огонь. Самое главное, что все здесь на кордоне порядок. Все здесь почистили, убрали. Костровище, все. Беседку починили немножко. Маломайски. Серым пообщался. Сейчас еще Илюха приедет. Блин, я вообще его 1000 лет не видел. Он мотал там по делам своим. И, возможно, говорит, переезжать будет. Так что вообще, может, последний раз буду видеться. Нормально. Серега таскает дрова на вечер. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, ребят, на самом деле. Ну, проверочка, что? Сегодня жареная рыба. Так, чисто монотонно. Вода с берегов вышла. Базара ноль.
Не знаю, хочу намутить экспедицию. Если все по маслу, по бензину все срастется, то может махану до Олега. Это больше 100 километров, ребят, на моторе. На 9,9 на ПНД. Есть такое желание. Пока нет рыбалки, пока вот так. Ну что, друзья, вот так вот как-то. Взял фанерку с собой. В целом заниматься рыбкой. Ну, может быть, что-то и домой еще поймали. Ну, в конце, ребят, пока у нас ребейки нету. У нас 3 окуня. Такие горбачики. И небольшая щучка. Сегодня, кстати, с собой взял, как обычно, енисеюшку от Русберг. Я кайфую от этого ножа. В принципе, он мне везде. После заточки парни мне его заточили. Шикарно. Щукаря будем разделывать, серый. 1 second, please. Вот так вот. Щукарька, да, почистим. А окуня, наверное, ребят, шкуру сниму. Потому что чуть не хочется заморачиваться. Илюха приедет, будет жареная рыба у нас. У нас, в принципе, и мясо, и все есть. Ну, эту рыбку надо обработать, чтобы она не испортилась. Не застоялась, так скажем. Испортится, не испортится. Но чтобы не застоялась. Сейчас чешуйнем ее и разделаем. Так, что у нас, ребят? Голову нам не надо. Голову на уху. Ну, у нас сегодня ухи не будет. Так что чисто на жарежку. На подножный корм. Обязательно пленочку убираем. Серег, смотришь, да? Пленочку, братан, обязательно вот эту белую убираем. И вот эту кровушку потом вычищаем. Научу с водой или ложкой это все делается. Когда много рыбы обрабатываешь, это делается ложкой. Ну а сегодня у нас чисто так, на поесть. Так что сейчас просто обработаем. На такие звенышки. На пожарку. Плавнички не убираю. Хрустят потом очень вкусно. Ну и хвостик. Вот, в принципе, и все. В принципе, и все. По окуню у нас чистить его тяжело очень. Многие как бы вообще шкуру снимают, многие в шкуре жарят. Я, кстати, тоже в шкуре много раз жарил. Можно, в принципе, заморочиться и поснимать, конечно. Но это очень неприятно, особенно дома, когда в квартире где-то там, блин, чешуя летит по всем стенкам. Можно, ребятки, заморочиться по-другому. Можно снять шкуру. Сейчас сделаем надрезик. Вот тут. Раз. Надрезик. Вот здесь 2. И просто снимаем шкуру пальцами, ребят. Вот так подлазим. Видите, она хорошо залазится. И снимаем просто шкуру окуня грубую. Раз. И с другой стороны то же самое. И у нас будет чисто филе.
понятное дело, что это все равно тоже какая-то заморочка. Ну, просто многие, может, не знают по такому способу, что можно шкуру снять спокойно. Она снимается хорошо. Вот, видите, ребят, у нас, в принципе, вот мясо отделилось от шкуры. Вот. Сейчас все обрезаем, красиво делаем, и вот у нас получается чистое мяско. Чистое мяско окуня. Вот как-то так. Ну, естественно, способ, друзья, это, конечно, просто почистить. Естественно, шкура, она жирная, она очень вкусная. Если ее зажарить прям хорошо в масле, то на самом деле она очень прикольная. Но вот видите, как летит чешуя. В городских условиях это неудобно. Это надо делать, конечно, или на улице, или что-то еще. Но я люблю, конечно, всегда, чтобы была шкура. Потому что, блин, там вкус. Но чешуи очень много. Окунь, она грубая. И вот ничего не обрезаю, вот эти плавнички ничего не обрезаю, чисто прям все готовится прям там. Вот так надо плотно его чешуить. Разделу рыбу я всегда постоянно по одному способу. Отрезаю голову, поджаберную крышку, поддеваю, делаю надрезик. Опа. И потом уже в анальное отверстие свою нож и делаю надрез. И все кишочки выгребаем. Это, в принципе, второй способ, ребятки. Ну и третий способ. Это прям не чешуем, ничего не делаем. Просто отрезаем голову. Вот так вот. Скрываем окушочка. И оставляем его прям в шкуре. И зажариваем его прям в шкуре, ребята. Это такой способ тоже. Ну, понятно, что здесь это не кушается, потом просто вычищается и ест. В общем, вот 3 способа, в принципе, по окуню. Вот и все. Со шкуры сняли, почистили и можно жарить в шкуре по окуню. Ну, щука это, конечно, стандарт. Как обычно мы едим, чистим всю рыбу и так далее. Ну вот и все, ребятки. Чистим нож. Кстати, не боюсь, что заржавеет, потому что нержавеечка, друзья. Мне кажется, для рыбака что ни на есть, это самый лучший вариант. Сейчас помою его. Все, и пускай сохнет. АОС 8, японская нержавейка от Русберга, друзья. Показал небольшие разделочки. В принципе, что делаю с окунем. Как можно разделать. Ну а там каждый смотрит сам, как лучше. Вот так вот. Это все в воду обратно. Вот так вот. Дощечку помыли. И нормально. Ну все, ребята, рыбка готова. Вот так 3 способа показал. В принципе, просто чешуить его, как обычно. Но это не очень приятно в квартире, допустим, да. Потому что летит мелкая чешуя. И его тяжело прям так ножом расчистить. Второй способ.
это снятие шкуры вообще. Можно снимать прям пальцем, все хорошо отходит. И чисто остаются тушки, можно в кляре, кстати, жарить, ребятки. Ну и третий способ это это прям в шкуре. Самый ленивый такой, просто спороли, почистили, точнее, ну вычистили все изнутри и пожарили прям просто в шкуре его. Раз-два поели, и шкура как панцирь остается, и вы просто выбрасываете ее. Серый тут неугомонный, ребят, готовится к вечеру, смотрите. Просто 3 балана добавляет еще, и, короче, кострище у нас такое, не маленькое, с баланов прям. Да, Серый? Блин, ну а беседка, ребята, стала класс. Тут стало тепло и классно. Ага. Короче, ребят, душа поэта-то, как обычно, просит. Полочки еще сделали. Ну уже так, что-то вот так поставить даже. Телефончик там, хоп, положил. Все, уже классно. Полочки тут сбоку сделали. Лавочку, ребят, еще бомбанули. Вот так вот. Уже не качается. Хотя бы так на сезон. Потому что надо будет это переносить. А тут уже все сгнило снизу. Надо вкапывать все новое. Итак. Ну, немножко уже покатались, ребята, по кустам, по всяким веткам. Походили. Ну, моется тоже, ребята, порядок. Сейчас немножко убрался лодки, помыл. Тут песочек немножко собрался. Там вымыл борт. Все, лодочка чистая, смотрите, ребят, красотка. Вообще огонь. Ну все, чистенько. Коврик этот тоже класс. Бам, достал его. Тряханул, все. Красота, блин, ё-моё. Вот люблю, когда вот такие действия. Я в лодке люблю порядок, ребятки. И вот всегда вот смотрю. Вот ПВХ тоже бывает очень там, ну, под баллоны вот эти, под дно, под самый баллон, туда песок забивается, там не чистится особо. А здесь прям вообще класс. Четко. Что-то здесь забилось, воды накидал, все туда слилось. Там открутился, слился, там все вымыл, весь песочек. Все. Лодка, ребята, смотрите, в шикарном состоянии. В шикарном просто. Серега, ребята, хулиганит, смотрите. Просто хочет спалить тайгу, короче. Вот это вот вечер, ребята. Это все приготовил Серега на вечер. Это будем балдеть просто, это будет всю ночь гореть. Четко. Стартую, ребята, в деревню. Илюха приехал. Здесь связь есть, мы недалеко от деревни, соответственно, на связи. В общем, поеду за корешем очередным. Кстати, ребята, в этом году будут делать гайдинг, это рыбалка. В гости буду приглашать. Помимо рыбалки будет туризм какой-то, отдых, грибы, ягоды. Кому надо будет, ребят, пишите. Я еще определенно все это сделаю конкретно в группе ВКонтакте. Мы будем что-то делать.